более 15 тысяч заявлений для участия в праймерис партии «Единая Россия» принято на федеральном уровне. В Республике Башкортостан более 100. Одно из обращений от руководителя администрации главы Башкортостана Александра Сидякина. Поговорим об этом с ним прямо сейчас. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос к вам будет такой. Вот порядка 30% из тех, кто подал заявление для участия в праймерис, это те, кому младше 35 лет. Вот как вы считаете, те, кто будет голосовать, они выберут опыт или молодость? И есть что вам Это здорово, что такое количество молодых людей заинтересованы. Во-первых, сам формат предварительного голосования, что в электронном виде можешь просто через госуслуги зарегистрироваться и стать и кандидатом, и выборщиком. Процедура очень простая, документы загрузил, в пару кликов и все, и ты уже или тот, или другой. Поэтому интерес молодежи, естественно, через эти электронные форматы к этому мероприятию объясним. Ну и в целом «Единая Россия», я считаю, она очень хорошее себе в таком смысле преимущество в спорте, называется гандикап, да, создала тем, что вот уже месяц с лишним можно зарегистрироваться как участником, так и выборщиком. Интерес к этому предварительному голосованию огромен. Ну вот, почти 4000 человек только кандидатами в депутаты Государственной Думы зарегистрировались. 14 тысяч, вы сказали, это разного уровня депутатов. Более 15. Да, больше. А именно в Госдуму 4000 человек. У нас 155 в республике. Это очень хороший показатель. И живой интерес людей к тому, чтобы принять участие в этой соревновательной процедуре. Рассказать о себе, ролики выгрузить, потому что все-таки участие в партийном списке «Единой России» – это престижная история. Люди не стесняются этого делать, потому что в сложные годы, когда сейчас в прошлом году боролись с пандемией, «Единая Россия», в общем, всем подставляла плечо, это плечо было надежным. Вот если вы поговорите с людьми, они вам скажут, что когда было сложно, только волонтеры «Единой России» приносили и продукты питания, и чайные наборы, и обеспечивали лекарственными средствами, и просто помогали врачам добираться домой. Поэтому, конечно, это не осталось незамеченным. «Единая Россия» в сложные минуты была рядом, она была на острие решения этих проблем. Поэтому и интерес к тому, чтобы именно в списках этой партии принять участие, он объясним. Ну а то, что, еще раз повторяю, правильный формат выбран, и месяц уже приковано внимание к этому формату, это дает определенную, как я сказал уже, преимущество для партии. Здорово, что молодежь участвует, но там люди разных возрастов, насколько я понимаю, и профили разные, и там и ветераны, и герои России, и люди, представляющие отдельные социальные срезы, и врачи, и учителя, и действующие депутаты. Поэтому картинка пестрая, есть с кем работать, есть из кого выбрать. Вот. У нас уже почти 70 тысяч человек себя в качестве выборщиков зарегистрировало. Это же тоже очень популярный формат. Поэтому здорово, все правильно удалось. Вот сегодня заканчивается регистрация кандидатов, выборщики могут еще регистрироваться. Кандидатов перечень будет исчерпывающим. Понятно будет, кто уже из кого можно будет выбирать. Но в любом случае все эти люди – это единомышленники «Единой России», люди, которым по пути с «Единой Россией». Вот мы сегодня с ними проводим форум. Сегодня здесь кандидаты, те, кто зарегистрировался кандидатом в Госдуму, и те, кто хотят попробовать себя на выборах в Горсовет Уфы. Тоже интерес к этим выборам огромен, потому что это столица нашей республики. Здесь сконцентрированы деловые, экономические, культурные интересы, поэтому тоже это объяснимо. Ну и сегодня, естественно, как подведение этой процедуры, сюда придет глава республики, он секретарь регионального отделения, человек безусловного авторитета, и он придет сюда поговорить с людьми, которые себя обозначили в качестве кандидатов, понять, над чем надо работать, какие элементы их выступлений, может быть, включить в программу предвыборную. Это в хорошем смысле форум кандидатов, и именно кандидатов команды Хабирова, потому что мы планируем идти, список тех людей, кто победит, за кого мы будем агитировать, за кого будем призывать голосовать, это люди команды Хабирова. Там, конечно, будут люди, которые хорошо известны, действующие депутаты, еще повторяю, люди новые для республики, и в этом тоже ничего удивительного нет. Партия «Единая Россия» в том числе включает в списки региональные людей известных. Нам ведь важно, чтобы эти люди приносили файду. Вот мы очень часто используем словечки. То есть пользу, да. Мы же используем слова, которые есть в обычном обороте. Не обязательно человек должен в галстуке быть и говорить «польза». Файда. Вот какая от тебя конкретно файда республики? Что ты можешь сделать
для республики, как ты можешь выбить деньги, как ты можешь обеспечить строчку в бюджете, как можешь обеспечить финансирование на те или иные объекты. Ну и что ты можешь сделать для конкретного района, для конкретного избирателя. Поэтому люди будут, в том числе и новые для республики, в этом удивительного нет, за них мы тоже будем агитировать. И вот все те, кто будет в списке, это будет команда Хабирова, команда человека, который возглавляет республику, которому доверили 3 года назад подавляющее большинство жителей республики. Это руководство. А вот в таком режиме, в таком формате. Александр Геннадьевич, прежде чем спрошу я у вас, какую пользу вы могли бы принести республике, ответьте, пожалуйста, на вопрос, который волнует многих. Для чего Александру Сидякину нужно участвовать в праймерис? Вот что вы ответите этим людям, у которых такой вопрос? Это очень важно, быть частью кампании и нести ответственность за результат. Вот так очень часто бывает, что кто-то возглавляет избирательный штаб, но компания в стороне находится, да, а штаб избирательный, в стороне. Вот у нас немножко другая ситуация. Мы хотим добиться максимальных результатов. Максимальных. Мы хотим оправдать доверие руководства страны. Мы хотим в конечном итоге гарантировать, что партия «Единая Россия» с таким результатом, она просто не может вести себя безответственно. Поэтому, чтобы добиться максимального результата, это же нужно, чтобы люди тебе, в том числе работающие в штабах, поверили. И вот когда я говорю вам, что я буду разделять ответственность за результат, за этот максимальный, я, конечно же, должен быть внутри списка, и это решение, которое было принято, в том числе по согласованию с главой республики, поэтому будет хороший результат, будет файда. Насколько вероятно, будет хорошего результата, Александр Геннадьевич, да. Насколько вероятно, что вы измените должность руководителя главы администрации? Александр Геннадьевич, насколько вероятно, что вы смените должность руководителя администрации главы Башкортостана на место в Госдуме? Она существует. Так же, как и существует вероятность того, что не изменим. Все будет зависеть от результатов. Вообще, ваши возможности мы уже видели, да, вот даже взять хотя бы научно-образовательный центр, над которым вы работали, и республика получила это право. Какую пользу еще, как вы считаете, можете принести Башкортостану? Я работал в Государственной Думе до того, как стать руководителем администрации. И у меня есть, конечно, определенный пул людей, с которыми я работаю и в министерствах, и я многих министров знаю. Конечно, надо с ними работать более активно. Вы тот самый башкир с задача наша, да. Значит, чтобы наша депутация башкирская фракция, а это будет достаточно много депутатов, 15-17 человек, в зависимости от того, как мы выступим, какая явка будет. Вот чтобы эти люди, башкиры с папочкой, они могли зайти в нужный кабинет, с нужным человеком поговорить, нужные слова найти и получить нужный результат. Очень многое зависит от того, насколько успешно и быстро выделяются федеральные средства. Насколько слышен голос Башкортостана внутри вот этих больших кремлевских и правительственных кабинетов. Это очень непростая история. Просто сам по себе статус депутата Государственной Думы таких возможностей не дает. Да, у тебя появляется там этот телефон правительственной связи, которым ты можешь взять, набрать, но чтобы тебя услышали, это второй совершенно, это другой коленкор. И вот для того, чтобы этих добиться, мы должны сформировать очень мощную депутатскую группу. Вот. И решение было главой принято, что в том числе я войду в список, а дальше посмотрим. Все зависит будет от того результата, который мы получим на выборах. Единая Россия сегодня слабые и сильные ее стороны, на ваш взгляд? Единая Россия сейчас как никогда сильна, консолидация людей перед и внешним врагом существует, и поэтому люди понимают, что надо доверять тем, кто уже долгие годы доказывал свою надежность, и тех, кто никогда не уходил на запасной путь и никогда не прятал голову в песок. Вот мне кажется, в 1999 году образовалось Отечество «Вся Россия», потом она перешла в Единую Россию, то есть уже 22 года в том или ином виде Единая Россия берет ответственность за принятые решения. Конечно, наступает определенная усталость. Единая Россия, у кого-то усталость это связано с общей нерешенностью какой-то отдельной личной проблемой. Но в целом Единая Россия – это мощная политическая сила, которая поддерживается президентом. А президент – это гарант Конституции, человек, у которого
сейчас самый большой авторитет и самое большое доверие внутри страны из политиков. Человек, который кардинальным образом перевернул геополитическое положение страны нашей в мире. Совершенно по-другому сейчас выглядит государство. Поэтому, исходя из того, что есть такой сильный лидер, исходя из того, что есть ответственность, от которой никогда никто не уходил, исходя из того, что доверие многими годами сформированное существует, это, безусловно, сильная сторона Единой России. Сейчас вы можете обратиться, глядя на меня, грубо говоря, среднестатистический человек, который будет за вас или не будет голосовать. Что бы вы ему сказали? Вы знаете, среднестатистический человек выбирает и голосует и сердцем, и разумом. Вот разум подсказывает, что другой политической силы, в принципе, которая вот так вот последовательно отстаивает интересы обычного человека, и не существует. Но сейчас, в период избирательной кампании, появится большое количество разного рода популистов. В теледебатах начнут звучать яркие заявления. Красные, желтые, зеленые начнут пытаться сыграть на эмоциях людей, на том, что вот, значит, где-то кому-то что-то не нравится, поэтому надо выбирать иной путь. На самом деле эти политиканы, они, кроме как говорить с трибуны, ничего не умеют. За ними нет реальных дел. Поэтому мне бы хотелось, чтобы среднестатистически, как вы сказали, россиянин, хотя я не очень представляю, кто это такой, потому что все люди разные. Даже отпечатки пальцев у всех индивидуальные. Поэтому нет средней температуры по больнице, нет среднестатистического россиянина. Но любой человек, кто сейчас будет нас смотреть, он должен понимать, что рационально Единая Россия была в тяжелое время, в тяжелую минуту, приносила помощь людям, которые в этом нуждались, брала на себя ответственность за тяжелые решения, принимала в том числе участие в решениях, которые показывали торжество нашей страны. Вот это рационально, и надо всегда над этим подумать, прежде чем, прильнув к экранам телевизора, увлекаться различным просто пустословием. Вот от этого я бы хотел как раз людей предостеречь. Если у нас все будет так, совпадет то, что сейчас рационально должно быть, с тем, что человек все-таки понимает, что его уже все-таки зрелость у нас, политическая культура в нашу жизнь крепко пришла, и обмануть человека сложно. Вот, все Спасибо. будет хорошо. Спасибо, Александр Алга, Геннадьевич. Единая Россия. Это было мнение Александра Сидякина, руководителя администрации главы Башкортостана и одного из участников праймериз партии «Единая Россия».